Время отдавать долг Родине. Сегодня в России официально дан старт осенней призывной кампании в Вооруженные силы России. Проведена огромная работа отделением. Мы в четком соответствии с уставом Общероссийской общественной организации и положением о региональном отделении. В Конституционном суде Ингушетии прошло заседание Совета и исполкома Ингушского отделения Ассоциации юристов России. Какие темы поднимались на встрече? Со времен основания города строительный мусор сюда вывозился, поэтому нужно было предпринимать уже срочные меры. Масштабная очистка территории. В Магасе начаты работы по ликвидации мусорной свалки. Что планируется там построить, расскажем в выпуске. Аферисты играют на добрых чувствах и лишают последней надежды тех, кто в трудный момент остался без поддержки. Наивные пользователи интернета как потенциальные жертвы мошенников. Теме безопасности во всемирной паутине будет посвящен спецрепортаж Зелимхана Калоева. Площадка оборудована по самым современным российским стандартам. Здесь есть дорожные знаки, разметка, светофоры и звуковые эффекты. Условия, приближенные к реальным, только без последствий для ребенка. В Центре образования Магаса для детей открыли автогородок. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. 120 новобранцев отправит Ингушетия на службу в армию в этом году. В стране сегодня стартовала осенняя призывная кампания. Первую группу призывников из республики будут провожать в середине месяца. Новобранцы из Ингушетии будут служить в воздушно-десантных, сухопутных, железнодорожных войсках, военно-воздушных силах и в Нацгвардии. Всего же в этом году в России в рамках осеннего призыва ожидается увеличение числа новобранцев до 132 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Подготовительный период на граждан, которые будут призываться в режиме воинские части, военными комиссариатами муниципальных образований, оформлялись документы и направлялись в контролирующие органы для оформления допусков. Изучали граждан, подготовили списки всех граждан, которые вызываются на комиссию, раздали их начальникам военно-учетных столов и раздали повестки на них. Задание на этот год в республику 120 человек, из них 45 водителей. Призывать будем различные виды и рода войск. Это сухопутные войска, это военно-космические войска и войска Национальной гвардии. Отправки планируется начать после 15 октября. Специалисты из Московского научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии проведут Аиши Ажиговой операции по восстановлению правой руки, часть которой ампутировали в начале августа. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ. Для начала операции необходимо еще время. Лечение сопровождается проведением комплексной реабилитации, отметили в пресс-службе, добавив, что ребенок чувствует себя хорошо. Напомню, 7-летнюю девочку доставили в тяжелом состоянии в детскую больницу Ингушетии 4 июля. Затем ее перевели в Москву в НИИ неотложной помощи. У ребенка диагностировали переломы, ожоги, синяки и гангрену рук. Врачи выявили у Аиши старые переломы ребер и травму позвоночника. 7 августа девочке ампутировали часть правой руки. В избиении девочки подозревают ее 35-летнюю тетю. В отношении нее возбудили уголовное дело. Юбилей блюстителей закона и защитников прав населения. Ингушскому отделению Ассоциации юристов России исполняется 10 лет. Сегодня в стенах Конституционного суда Ингушетии в Магасе состоялось заседание Совета и исполкома Ингушского регионального отделения Ассоциации. Началась встреча с изучения программы проекта «Правовой клуб» на 2019 год. Какие темы поднимались на заседании, подробно расскажет Рина Тичоева. Своеобразный гид в мир большой нормативно-правовой базы. Сегодня региональное отделение Ассоциации юристов России – это 150 профессионалов своего дела. Одна из главных целей – оказание бесплатной юридической помощи жителям республики. Очередное заседание Совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России посвящено круглой дате. Уже в этом месяце общественная организация отметит 10-летний юбилей. Каждый сотрудник внес свой вклад в развитие ассоциации. Как отметил председатель Аюб Кагеев, все труды будут учтены. 2 человека – это на награждение почетной грамоты Ассоциации юристов, 2 человека на награждение
благодарностью, и 2 человека это для вручения благодарственных писем. Вот 6 человек мы можем отправить, они нам сообщили. И с тем, чтобы вот эти награды мы вручили как раз в начале декабря на торжественном собрании, посвященном Дню юриста. Сотрудники Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России за 10 лет провели большую работу в деле формирования правового общества. В нормативно-законодательной базе легко запутаться. Если одни граждане знакомы со своими правами и обязанностями, другим нужна помощь или своеобразная правовая оценка тех или иных действий. Особая категория граждан, которые чаще всего приходят к юрисконсульту, это пожилые люди и дети. Проведена огромная работа отделением. Мы в четком соответствии с уставом Общероссийской общественной организации и положением о региональном отделении выполняем все те мероприятия, которые у нас планируются на каждый год. И самое главное, что нам удалось сделать за этот период, по нашему мнению, это консолидация юридического сообщества и определение приоритетных направлений деятельности юристов в выполнении той особой социальной миссии, которая на них возложена и законом, и обществом. Планируем провести до декабря месяца целый ряд мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею регионального отделения Ассоциации юристов. В их числе это проведение ежегодного конкурса за название «Лучший юрист года». Это также и мероприятия, связанные разные круглые столы, научные конференции. Ежеквартально Ингушское региональное отделение Ассоциации юристов России выпускает информационно-правовую бюллетень. Темы самые разные: права, обязанности, ответственность детей и их родителей, наркотики, угроза будущего, противодействие коррупции и не только. Все мероприятия, проводимые организацией, направлены на повышение правовой грамотности. Также у нас работа проводится с молодыми людьми, с молодежью. То есть мы приветствуем активность молодых людей и, соответственно, проводим различные конкурсы, мероприятия, направленные на повышение их уровня юридического образования. Это диктанты различные. Помимо защиты прав, юристы ассоциации также предлагают свою помощь в деле совершенствования юридической базы и института доказывания. Рина Цычуева, Адам Далаков. Новости 24. 3 октября в перинатальном центре республики состоится региональная научно-практическая конференция для врачей, акушеров, гинекологов и неонатологов. Организатор встречи – Министерство здравоохранения региона совместно с научно-исследовательским институтом акушерства и педиатрии Минздрава страны. Конференция направлена на повышение качества оказания медицинской помощи населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. Первый шаг к крупномасштабным преобразованиям. В Магасе взялись за ликвидацию мусорной свалки, на масштабах и наносимом вреде которой говорить излишне. Перед властями столицы и рабочими стоит непростая задача, ведь речь идет о расчистке территории в несколько десятков гектаров. Как проходит ликвидация полигона и что планируется построить на этой территории в будущем, узнавала Дана Плиева. Шум рабочей техники здесь будет слышен еще 2 недели. На ликвидацию самой большой свалки в столице привлекли работников 10 подрядных организаций. Строительные и бытовые отходы, засыпанные песком и грунтом, уже успели зарасти травой. Инициативу расчистить около 40 гектаров территории более полувекового мусорного полигона предложил новый мэр города. Совместно с рабочей группой он проверяет лично, как идут работы. Идея назрела давным-давно, но реализовать не получалось, не было договоренности со всеми. Как вы видите, со времен основания города строительный мусор сюда вывозился, поэтому нужно было предпринимать уже срочные меры. Была достигнута договоренность со всеми подрядчиками, они пошли нам навстречу. Вот вместе организовали сегодня вот этот приятный праздник для нашего города, если так можно назвать, праздник в кавычках. Это и санитарной зоны будут, и побережье нашей реки, очистные сооружения будут очищаться. Я думаю, будем работать, все для города. Будут социальные объекты, жилые дома, полностью вся инфраструктура, которая нужна для новых микрорайонов. Будет здесь новые микрорайоны. После масштабного субботника и выравнивания земельной площадки, расположенной в 19, 22 и 23 микрорайонах города, здесь развернется большой строительный бум. Проект по благоустройству нового микрорайона уже представлен на рассмотрение местным властям. Получить разрешение на строительство должны мы в администрации города. И я думаю, к концу года мы начнем работать. 6-этажные дома здесь будут строиться. Очень хорошая планировка, удобная планировка. Там 2-комнатные, 3-комнатные квартиры, 1-комнатные квартиры.
оригинальная планировка, удобно будет. И детский сад будет. В этом дворе находится детский сад. Так что все удобства будут созданы. Весь бытовой и строительный мусор, накопившийся здесь за эти годы, вывезут на Сунжский полигон, а чернозем выгружают тут же рядом, вдоль реки Сунжа. После этого начнутся берегоукрепительные работы, землю выровняют для будущей набережной. Расчистить всю территорию задача непростая. Впереди большой фронт работ. Но привести этот участок в порядок только полдела. Главное, чтобы гора этих отходов не возникла вновь. Впрочем, все присутствующие надеются на благоразумие жителей, ведь одно из главных изречений в исламе – чистота – половина веры. По планам, уже в следующем году на месте этих холмов появятся новые многоквартирные дома, детский садик и радостные квартиранты, справляющие новоселье. Дана Плиева, Асхаби Лакиев, Новости 24. В ноябре цена на молочную продукцию может вырасти на 10%. Возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции. Из чего следует, что еще летом на производстве и в торговых сетях идет эксперимент по маркировке молочного товара. Две системы контроля товаров создают дополнительные расходы для бизнеса, которые могут отразиться на розничных ценах для покупателей. Также отметим, что с начала лета российские производители молочной продукции начали печатать на упаковках специальные штрих-коды. Они содержат полную информацию о товаре, что позволит снизить объемы незаконной торговли и контрафакта. Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в цифровом формате. Новые технологии на службе статистики будут задействованы впервые. Это облегчит и усовершенствует процесс фиксации данных. В мероприятии участвуют, как правило, все жители России. Предыдущая перепись населения прошла в 2010 году. О подготовке к предстоящему событию говорили на пресс-конференции в Магасе. На вопросы журналистов отвечали представители Северо-Кавказстата. Репортаж Микаила Тангиева. Обратный отсчет запущен. Сколько всего россиян и какие нас ждут прогнозы? Ровно через 366 дней ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года во всех уголках нашей огромной страны. Для Ингушетии предстоящая перепись населения особенно значима, учитывая, что численность населения региона совсем недавно перешагнула полумиллионный рубеж. Многие жители с нетерпением ждут этого события, которое глобально проходит лишь раз в 10 лет. Раньше я не принимал участие в переписи населения, так как я жил, можно сказать, в другом регионе нашей России, в Ингушетии меня не было. А сейчас, иншаллах, я буду здесь, будем участвовать в переписи населения обязательно. Мы будем знать точное количество людей, проживающих на территории нашей республики. Ну и к тому же это большой плюс для социально-экономического развития нашей республики. Касается всех, касается каждого. Таков официальный девиз предстоящей всероссийской переписи населения. На расширенной пресс-конференции с участием представителей средств массовой информации об этом не раз напоминают. На встрече обсудили ряд важных вопросов. Главный из них – информирование населения о важности проведения переписи. Точных данных о численности населения сейчас нет. Последние цифры приводили еще 10 лет назад. По оценке Росстата, к началу 2018 года в стране постоянно проживало почти 147 миллионов человек. К 2020 году к этой цифре может добавиться еще около 800 тысяч. А к 2036 году число россиян имеет шанс вырасти до 157 миллионов. Но пока это оценки и прогнозы, хотя и научно обоснованные. Более точные цифры позволят получить всероссийская перепись населения 2020 года. Журналистам объясняют, всероссийская перепись населения – это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписи. К примеру, при планировании строительства, инфраструктуры необходимо учитывать характеристики проживающего на этой территории населения. Иногда складывается обывательское мнение, что перепись – это чисто вопрос посчитать количество людей. Здесь надо пояснить, что в ходе переписи задается значительное количество вопросов, касающихся и социального блока, и образования, и положения жилищных условий и так далее. Для чего это делается? Дело в том, что прогнозировать развитие страны в целом необходимо владеть информацией о тех трудовых ресурсах, которые находятся на территории Российской Федерации, о возрастно-половом составе населения,
о необходимости развития тех или иных инфраструктур для дальнейшего развития страны в целом. 20-я в истории России перепись населения пройдет в принципиально новом формате. Основной акцент власти сделают на применение новых технологий, благодаря которым процесс опроса станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Увеличен срок проведения переписи, он будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Будет перепись проводиться на планшетных компьютерах, то есть переписной персонал будет использовать планшетные компьютеры, но это не исключает использования и бумажного носителя в случае отказа техники или связи. И еще одна отличительная особенность, то, что есть у каждого жителя Российской Федерации, где бы он ни находился, пройти интерактивную перепись на портале госуслуг, то есть зайти, заполнить все переписные листы, ответить на вопросы и отправить на госуслуги, портал госуслуги, и, соответственно, этот человек будет учтен вместе с семьей в переписи 2020 года. Органами статистики совместно с властями на местах проведена колоссальная работа по актуализации адресного хозяйства. Уточнены существующие адреса и выявлены массивы новостроек, не учтенные ранее. Проведена проверка наименований улиц и нумерации домов. На основании этих данных составят планы по подготовке и проведению всероссийской переписи населения по каждому городу, району и в целом по республике. С этой целью раз в 10 лет проводится широкомасштабная перепись населения, а раз в 5 лет проводятся микропереписи населения межэтапные. На основании этого корректируются те данные, которые мы имеем расчетные. То есть мы от переписи до переписи обладаем информацией, которая предоставляется органами ЗАГС, миграционными службами по рождаемости, смертности, миграции, и, соответственно, проводятся расчеты по изменению населения в целом по субъекту и в целом по Российской Федерации. За прошедшие годы в стране произошло более 40 миллионов демографических событий. Рождения и смерти, браки и разводы, переезд на новое место жительства и многое другое. Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества. По предварительной оценке специалистов, максимальный бюджет организации и проведения всероссийской переписи населения составит около 50 миллиардов рублей. Из всеобщего опроса станет известно не только о реальном количестве населения республики. Эти данные также будут использоваться для дальнейшего формирования регионального бюджета, а предварительные результаты переписи станут известны уже во второй половине 2020 года. Михаил Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня в мире отмечается добрый праздник – Международный день пожилых людей. Организован он Обществом Объединенных Наций в 1991 году, как дань уважения и благодарности к старшему поколению. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 50-му году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. Пожилым людям нужно совсем немного, всего лишь внимания. Ведь благодаря им сегодня мы живем в мирной республике, чтим свои традиции и обычаи. Мошенничество в соцсетях уже ни для кого не редкость. Смартфоны и компьютеры давно стали неотъемлемой частью жизни людей, однако с ростом популярности гаджетов растет и преступная деятельность. Мошенники уже давно перешли от привычных краж к так называемой интернет-преступности. Играют буквально на всем – на интернет-покупках, чувствах людей и даже диагнозах. По статистике, с аферистами в интернете столкнулся каждый второй пользователь. Кому не стоит доверять в виртуальном мире? В ситуации разбирался мой коллега Зелимхан Калоев. Обман в благотворительности – самый мерзкий и циничный вид мошенничества. Кто зарабатывает миллионы, создавая фейковые интернет-страницы больных детей. Как распознать фальшивку и где заканчивается благотворительность и начинается бизнес? Аферисты играют на добрых чувствах и лишают последней надежды тех, кто в трудный момент остался без поддержки. Еще обиднее и тяжелее, когда речь идет о страданиях ребенка. Чаще всего так называемые интернет-попрошайки наживаются именно на больных детях. В соцсетях также появились аккаунты, в которых начали разоблачать таких аферистов. Для сравнения, есть подлинные странички и странички-фейки. Слова, разрывающие сердце, что ни строчка, крик о помощи, наполненный страданием. Одним только кликом они воруют не только пожертвования, но и жизни. И эта виртуальная зараза распространяется со скоростью эпидемии. Сетевые мошенники собирают гигантские суммы. Вот только куда они уходят? Но мир не без добрых людей, и многие сердобольные жители, грубо говоря, ведутся на авантюристов узкого профиля.
Честно говоря, не понять этих людей, и в голову никогда не приходит такая мысль, что это может быть какой-то обман, потому что это на самом деле, особенно когда это касается детей, это святая тема, и как бы даже не хочется верить в то, что это может быть что-то подстроенное или мошеннические какие-то действия. Каждый мусульманин должен избегать обмана, мошенничества, предательства, лжи, какую бы пользу или выгоду она не принесла. С точки зрения ислама, мусульманин должен стараться быть независимым, ни у кого ничего не просить. Поэтому та категория, которая увлекаются и сделали из этого работу, пророк Мухаммад сказал, если человек без надобности попросит, то есть он сам не нуждается, но он сделал из этого работу, то Аллах в судный день покроет его лицо позором. В другом хадисе сказано, что если человек будет без надобности просить, то Аллах откроет перед ним врата нищеты, то есть врата бедности. То есть никак он не разбогатеет тем богатством, теми деньгами, которые он будет просить и выпрашивать у людей. Для тех, кто все же решил дать сах, существует много способов. К примеру, в одном из столичных магазинов почти в каждую пятницу можно получить бесплатный хлеб. Разумеется, инициатор такой акции всегда остается за кадром. А люди, которые действительно не могут себе позволить простую буханку, искренне радуются. С миру по нитке. Киберпопрошайки действуют разными схемами. Самая популярная и стандартная – звонок на мобильное от имени лжесотрудников банка. Подобные преступления буквально захлестнули страну. Пострадавших тысячи. Люди сами раскрывают аферистам номера, пароли, разговаривают с преступниками, несмотря на предупреждения банков о том, что их сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию. Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник. И наш разговор записывается и будет передан в полицию. Хорошо, и что будет далее? Не знаю, полиция пусть разбирает. Некоторых мошенники донимают звонками по нескольку раз. Цель – наши деньги, средства – наша же растерянность. При этом мошенники могут знать ваши паспортные данные и в каком банке у вас деньги. Хамзат Гулиев с подобным видом вымогательства хоть и не сталкивался, но осадок после аферистов остался. Недавно его страницу во ВКонтакте взломали и написали всем друзьям, что якобы у парня проблемы и срочно нужны деньги. Очень так заманчиво звучит, потому что когда ты читаешь сообщение от близкого тебе человека, либо друга, ты сразу же пытаешься откликнуться и обманываешься. Вот на этом они играют, я считаю, мошенники. Они уже сформировался опыт, да, таких вот проделок. И я считаю, что вот я сам, конечно, велся много раз, но не желаю людям такой доверчивости, как мою, то есть, да, такое доверительное отношение ко всему. Бизнес на сочувствии давно вышел за рамки. Мошенники везде, особенно в интернет-магазинах. В наше время делать покупки на диване – одно удовольствие. Только вот как бы не обжечься, ведь после предоплаты найти виновника будет сложно. Чуть не столкнулся с этой проблемой Магомед Амин Султыгов. Правда, тут парень был уже наслышан о хитростях, к которым часто прибегают интернет-воришки. Я хотел заказать одежду с определенным брендом, но потом мне показалось что-то подозрительным, потому что в отзывах люди скидывали фотографии, там не соответствовало немного. Я просто проверил данные некоторые, которые на сайте были записаны, прошел по налоговой, и там эти данные не подтвердились. На самом деле есть много таких способов, допустим, некоторые копируют официальные сайты. В таких случаях нужно просто проверять ссылки, они могут изменить одну просто букву в ссылке и сделать точную копию сайта. Тоже можно таким образом выяснить, настоящий ли бренд или нет. В большинстве случаев интернет-мошенничество остается безнаказанным, так как пострадавшие просто не реагируют на преступления. Однако сотрудники правоохранительных органов призывают тех, кто попался на удочку, не молчать и обращаться в МВД. По итогам 8 месяцев текущего года наибольшее количество преступлений, совершенных с использованием сети и интернет, составляют объявления с использованием торговых площадок, соцсетей и интернет-сайтов о продаже товара, имущества, либо оказания услуг под предлогом перечисления предоплаты, либо полной оплаты. Кроме того, сотрудниками полиции задокументированы хищения с банковской карты потерпевшего по звонку на мобильный телефон с введением в заблуждение потерпевшего по вопросу обслуживания карты, либо блокировки.
Истина одна – лучше не кормить мошенников. Так их, возможно, станет меньше, ведь попрошайничество просто выбранный ими путь заработка. Если все же искренне кому-то хочется помочь, лучше встретиться с нуждающимся, узнать про диагноз, где поставили, и тогда вместе с волонтерами вы действительно сможете спасти чью-то реальную жизнь. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Гастроли Ставропольского театра драмы имени Лермонтова пройдут в Ингушетии в рамках Всероссийского театрального марафона с 7 по 10 октября. Гостей примет Государственный драматический театр имени Базоркина. Там же состоится церемония передачи эстафеты театрального марафона нашему региону. Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие года театра. В нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты. Региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет в ноябре в Петербурге. 60 голов крупно и более 600 мелкорогатого скота. Таким богатством может похвастаться фермер Магомед Льянов. Для него разведение животных не просто поставка экологически чистой сельхозпродукции на рынок, но и занятное любимое дело, которому он посвятил многие годы. 15-летний опыт, огромное желание к расширению и упорный труд позволили КФХ в живописном Джайрахском районе добиться выделения материальной помощи на развитие хозяйства. В чем секрет его успеха, выяснял наш корреспондент. Одним из излюбленных занятий ингушей еще издревле считается разведение крупнорогатого скота и овец. Не изменяет традициям и единственный житель села Фурток Магомед Льянов. Свое крестьянско-фермерское хозяйство он основал еще 15 лет назад. Более 60 голов крупно и около 600 мелкорогатого скота. А что уж латер, тогда же хагуштян даст. Чудак хаята харко. А чудоваж мака даст, химала, а что уж даешь. И вот барса до сейдмак до даст шать. А беденствие мака. 4 сарая построили еще в 1965 году. Телят, коров и 2-3 годовалых быков. В них фермер держит отдельно тонны ячменя, кукурузы и 1000 таких вот пачек сена. Он сам нанимает грузовую машину и привозит сюда запасы корма. Здесь же приспособлена и своя мельница. Свежие луга и чистый горный воздух, конечно, дает свой результат. Ну а правильно составленный рацион животного влияет на качество мяса и объемы производимого молока. كان متجس داس حيا نو قيسنا متجير مش بيلدوز سيلت إيدو حاجة يلي مق يلي نرجع تشجير هاو إيتا بيمبر يمقبو إيتا بين около 5 тонн лахца пока إيتا. Для фермера с многолетним опытом только на первый взгляд не существует никаких трудностей. Ежедневный уход за животными забирает уйму сил и средств. Хищные звери в окрестностях тоже не раз успели навредить КФХ. Шакал же обычно, да. Шакал терти, или лето йол леса, или йогя да яхкеса. Одно из двух. Я и еще жать. Аж бертички канакает. Аншера я хворт ирдолса. Царкает, ди додиш. أي أوزلا مشكلة خيرة مداخي أدوان تغج بيها تنتهي مش ولا أخي دوتاش Как перспективному фермеру Минсельхоз несколько раз выделял Магомеду субсидии на развитие. Он не без гордости рассказывает, участвовал в нескольких ярмарках в разных городах и не только в нашем регионе. Жители Джайрахского района часто обращаются к фермеру за бычками на убой. Мясо экологически чистое, прививки животным делает ежегодно. У каждого своя бирка с информацией о принадлежности к КФХ. Ну, лучше охаш дох. И купать фашкир гяж, туда она охаш школу шамаш. Вот цена лучше охаш. Специальный молгажи, хайна да гиекш, прит летр чудыш. Рюкзак санажи, насос, электрические, зарядки, хаги ели, картеждаштяки, лучше охаш. Бетта цехата лучше, счет бетта. Дик холдохан.
Величественные горы и башенные комплексы, пустившие корни вглубь скал, такую картину дополняет мирно пасущийся скот. Магомед Льянов с привычным ему энтузиазмом надеется в скором времени обогатить большим поголовьем свое КФХ. Ну а пока все его силы брошены на оборону зимним холодам. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24. В октябре в 54 субъектах России по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки будет проведен мониторинг качества дошкольного образования. В число участников мониторинга наряду с другими регионами страны вошла Ингушетия. В исследовании примут участие 10 детских садов республики. В рамках мониторинга пройдет апробация разработанной концепции проверки качества дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. Улица, на которой за нарушение правил не грозит наказание. Сегодня в Центре образования Магаса для детей открыли автогородок. Это уменьшенная копия дорожного участка, где дети могут тренироваться и применять навыки владения правилами дорожного движения. Все как в реальной жизни. Макет представлен в виде транспортной системы с проезжей частью и перекрестком. Жаредат Халухоева расскажет. Оказывается, это может быть весело ловить, словно солнечный зайчик, зеленый свет светофора или прятаться от погони на пешеходном переходе. Главное не выбежать на дорогу. Впрочем, за порядком здесь строго следят юные автоинспекторы. Ответственная миссия, которую сегодня возложили на Алью Мальсагову. На импровизированном перекрестке она не только регулирует движение, но и учит правилам, как правильно переходить дорогу. Там ехали машины, и мальчик игрался на дороге, что абсолютно не разрешается по правилам дорожного движения. Вот как полицейский должна была я его остановить, рассказать все, как правильно, как неправильно делать, остановить его, чтобы машины спокойно ехали, чтобы с ним ничего не случилось. Этот участок городской улицы открыли прямо в школе. Правила дорожного движения эти ребята знают на зубок. Некоторые даже умеют управлять автомобилем. Правда, пока только игрушечным. Теперь дело за малым. Осталось лишь подрасти, и тогда, надеются их наставники, аварий на дорогах будет меньше. Помогать в этом будут, несомненно, знаки и светофор, который весело подмигивает участникам дорожного движения. Если красный, будь опасный, если желтый, подожди. В детском автогородке, хотя в уменьшенном виде, есть все необходимое, не только нарушителей. За пределами школьного двора такую картину назвали бы идиллией. Площадка оборудована по самым современным российским стандартам. Здесь есть дорожные знаки, разметка, светофоры и звуковые эффекты. В общем, полный модуль, который поможет детям в понимании азов дорожного движения. Учиться играя – лучшая методика для знакомства с правилами дорожного движения. Такие занятия будут проходить не только для учеников, но и дошколят. Площадка станет центром школьного объединения юных автоинспекторов. Проект был разработан нами с целью, чтобы наши обучающиеся проводили на этой площадке и урочную деятельность, и внеурочную деятельность. Как вы сами видите, здесь можно создавать различные ситуации, чтобы дети могли дать ответ на тот или иной вопрос. И мы постарались изобразить здесь перекресток, который находится недалеко от школы, и научить наших детей, как правильно переходить дорогу. На этом перекрестке можно делать все, если это не противоречит правилам дорожного движения. Миниатюрная модель дороги школьникам пришлась по душе. Впрочем, сотрудники ГИБДД заостряют внимание на цифрах. Детская смертность на дорогах падает, в том числе благодаря подобным площадкам. Жаредат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Ингушский музей изобразительных искусств примет участие в выставке «Народные промыслы. Душа России». Мероприятие пройдет в Москве с 3 по 30 октября. В рамках выставки региональный музей ИЗО представит экспозицию «Ингушские мотивы в душе России». В нее вошли более 100 экспонатов. Это фотоработы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства. 11 путевок на первенство России по дзюдо, которое пройдет в конце ноября в Москве. Ингушские дзюдоисты продемонстрировали мастер-класс на прошедших в Нальчике отборочных соревнованиях. Броски через спину, подсечка под пятку, подхваты. Первенство СКФО среди юношей собрало лучших дзюдоистов из 7 регионов. 1 награда высшей пробы, 2 серебряных и бронзовые медали. Таков итог многочисленных и упорных тренировок. Дзюдоисты настроены серьезно, а тренеры тем более не позволят воспитанникам
расслабиться перед предстоящими соревнованиями. В финале бы 105 раз. Ох, дальше дусу, ахадинца узали хаята, болжи штаузюк. Всего из весовой категории цигич по этому возрасту, но ой бар весовой категории лотыж нах барвой. Ца весовой категории нах бацрой и даху моля весовой категории нах болж барвой. Практически цимас в весовой категории путевку яхар. За исключением там сашивес и сырой. Более тяжелые веса, цичик языки, это бянзер, а даху в легких весах, цаюл весах даже почти ерик пьедестал, выеханяться, очень деклатор берешь. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.